Давай, шуметь пока нельзя. Добрый день, дорогие друзья! В начале нашего виртуального мастер-класса хотелось бы поздравить вас с профессиональным праздником, Общероссийским днем библиотек, и пожелать вам, естественно, здоровья и дальнейших профессиональных достижений. Сегодняшний наш мастер-класс мы проведем на тему татарского национального костюма. Значит, сделаем мы с вами вот такое вот панно, которое выполнено в технике роспись по стеклу. Значит, для мастер-класса, пока я вот так поставлю его, чтобы было хорошо видно, значит, для этого мастер-класса нам понадобится рамка для фотографий. Вот, рамка для фотографий со стеклом. Стекло вот у нас вот здесь. Значит, вот оно уже расписанное. Вот, значит, на самом деле здесь было чистое стекло. Также нам понадобятся акриловые краски разных цветов, кисточки не очень толстые, такие вот, то что роспись у нас мелкая, очень много мелких деталей, поэтому кисточки должны быть тоненькие. Также понадобятся нам вот такие вот цветные, яркие, блестящие фантики от конфет разных цветов. Значит, здесь вот у нас желтые с красным, зеленые и так далее. Да. Значит, те цвета, которые мы используем в красках. Вот. И все. В общем-то, как бы немного инструментов нам нужно для этого мастер-класса. Значит, для начала мы берем формат бумаги, лист бумаги форматом, как вот это вот у нас панно, да, и рисуем карандашом рисунок. Здесь вот у нас, значит, такая вот девочка в национальном костюме. Вот, рисуем карандашом. Потом берем стеклышко, чистое стекло, приставляем вот так вот, закрепляем это все на столе скотчем, значит, для того, чтобы не двигалось, да, стекло. Вот, потому что мы будем обводить по контуру. Вот этот вот рисунок у нас должен оказаться на стекле. Значит, это будем мы делать черной акриловой краской и тоненькой, очень тоненькой кисточкой, да, чтобы у нас вот этот вот контур получился аккуратным. Вот. Значит, закрепляем скотчем, берем тоненькую кисточку, разводим водой, водичкой. И, значит, обводим по рисунку. У нас двигаться уже не будет, да, стекло с рисунком, потому что закреплено. И обводим по рисунку тонким контуром, да, кончиком кисточки, черной краской обводим по контуру. Значит, после того, как мы обвели по контуру, нам нужно будет раскрасить. Да, тоже теми же акриловыми красками. Кисточку можно взять потолще. И мы берем, значит, для фона мы выбрали желтую краску. Берем красочку и мазочками, да, оставляя пространство между ними, для того, чтобы потом можно было прикрепить фантики, и эти фантики у нас просвечивали через эти пространства. Закрашиваем потихонечку все плоскости. Вот. Значит, сегодня у нас нам помогает Амосова Агата. Вот. Значит, она учится в 3 классе, у нее сейчас каникулы, и она нам любезно согласилась этот класс, значит, сделать, да, с нами. Вот, она уже тут раскрасила все почти. Вот. Значит, после того, как мы раскрасили все плоскости, вот, значит, еще раз я покажу. У нас вот уже все сделано практически. Мы берем фантики тех цветов, в которых у нас рисунок, да? То есть, если здесь мы раскрасили зеленым, мы берем зеленые фантики. Значит, если у нас синий цвет, мы берем синий фантик. Значит, и желтый цвет можно, в принципе, любого цвета взять фантики.
Их нужно вырезать по форме, да. Значит, вот здесь небольшой кусочек, если у нас мало воды. Здесь кусочки побольше, тоже мы уже вот заранее их вырезали, да. То есть вот нам нужно будет с обратной стороны их приклеить. Значит, шапочка у нас красная, мы нашли красный цвет, да, вот с этого вот фантика взяли сверху красный цвет, мы его вот так потом приклеим. И фон уже у нас будет, ну, в принципе, его любого цвета можно взять. Вот сейчас Агата у нас будет приклеивать эти фантики. Приклеиваем мы скотчем. А мы уже высушили с тобой? Нет, хватит. Так, значит, давай, Агата, вот мы уже вырезали. Берем, я тебе буду скотч отрезать, а ты будешь приклеивать. Так, приставляй к тюбетейке. Так. Ага. И вот скотчем аккуратненько, давай буду держать я. Аккуратненько скотчем приклеиваем. Скотчем нужно приклеивать хорошо, чтобы фантик у нас не отвалился, да, когда мы будем ставить этот наш... Ну, у нас попробуй сам. Так, по чуть-чуть, да, чтобы скотчем у нас... Так, теперь давай мы будем делать траву. Зеленая трава. Представляй, да? Угу. Так, и скотч отрезай. Много-много не нужно. Хорошо, да, прям вот пальчиками вот так вот проглаживай, чтобы не отвалилось у нас ничего. Да. Угу. Так, еще один кусочек тоже. Давай. Так, вообще эта техника для детей очень интересна, да? Она такая, во-первых, не трудно делается, яркие краски используются, и потом вот эти вот фантики приклеивать довольно-таки забавно и увлекательно. Так, на, хватит тебе пока. Так, сейчас выбирай пока фантик для следующего, да? Сейчас, наверное, водичку будешь делать. Я пока со скотчем справлюсь. Вот водичка вот такого. Это остальное называется. Это вот получается так. Так, давай. И заклеиваем скотчем. Так, теперь выбирай другой фантик. Да. Ну вот скотчем, вот смотри, видишь, тут какая с ним. Так. Все, справились. Давай, отрезай, сколько тебе надо. Так. Хорошенько приклеивай и ручками так вот разглаживай, чтобы не отвалилось у нас. Ага. Так, давай подержу тебе. Спасибо. Так, подожди, давай еще немножко. Так, вот здесь вот. Так, давай вот я, наверное. Вот, все Ага. Так, хорошо, молодец. Ну и вот еще кусочек, вот давай все-таки приклеим, чтобы у нас уже точно было, да, как бы, чтобы ничего не отвалилось. Так, теперь смотри дальше, что мы делаем. Мы берем, да, вот уже красиво получается. Так, берем фантик, большой фантик, положим сюда. И к фону приклеиваем тоже так же скотчем.
Да, сначала один, потом другой, да, чтобы у нас они крепко держались. Давай. Спасибо. И еще... Да, везде, где отходит фантик, везде приклеиваем. Его везде надо приклеить. Спасибо. И последний кусочек тоже. Так, и еще, да, тебе вот нужно вот сюда приклеить. Давай я подержу тоже, чтобы... Вот этот. Ну, давай этот, раз тебе нравится этот, давай этот. Давай я держу. Чтобы ничего не съехало у нас. Потому что любая, конечно же, любая работа, декоративная или художественная, требует аккуратности, да, и аккуратности, и, конечно, если дети делают, им немножко помощь нужна, потому что где-то нужно поддержать, где-то, чтобы не съехало, тем более такие вот материалы, как скотч. Так. Так. Давай еще. Наверное, все. Сейчас. Так, давай, значит, сейчас вот немножечко так вот прижмем, чтобы не отходило. Так, и вот у нас получилась вот такая работа. Здесь вот еще чуть-чуть нужно будет, наверное, вот так вот сделать. Так, вот такая вот работа получилась. И теперь мы ее, Агата молодец, она постаралась. Кстати, Угу. еще скотч. Ну давай, приклеивай, давай, потом мы в рамочку Так. вставим. Скотч. Так, сделаем. Можно сделать длинную полосочку как раз так. Ну, сделать нужно полосочку. Главное, чтобы закрыто было, да, ведь, чтобы у нас фантики красиво просвечивали через краску. То есть смысл у нас вот этой работы как раз в этом и заключается. Так, ну все, наверное, да, ведь? Еще маленький кусочек. Ну, давай вот маленький кусочек бери маленький кусочек. Вот так. Так, и приклеиваем. Так, и, значит, заключительный этап у нас – это вставить наше панно, это вот декоративное панно, в рамочку. Угу. Так, давай, сможешь сама? Давай. Так, не так. Угу. Вставляем в рамочку и прижимаем вот этой картоночкой, да, которая вот от фотографии у нас. Крепко вот так вот прижимаем. Так. Угу. Так. И смотрим, что у нас получилось. Получилась довольно-таки симпатичная детская работа. Надеюсь, ребенку понравилось делать. Да? Понравилось тебе? Так, молодец, Агата. Спасибо тебе большое. Без тебя бы мы не справились. До свидания. Приятного вечера.